этом случае нам нужно перейти в меню «Файл», «Экспортировать в». И вот у нас есть тут список вариантов, которые нам подходят. Давайте выберем, ну, пока что первый из них PDF. У нас открывается вот такое маленькое окошко, в котором мы можем произвести настройки. Давайте пройдемся по настройкам. У нас с вами выбрана позиция PDF, значит, мы планируем сохранять документ в формате PDF. Что здесь есть? Здесь мы можем настроить качество изображений. Если мы будем вставлять картинки в наш документ, мы можем задать, насколько они должны быть хорошего качества. От этого зависит, насколько большим по объему, сколько мегабайт будет занимать наш PDF-файл. Ну, чем лучше, соответственно, тем больше. И можем поставить галочку «Требовать пароль для открытия», для того, чтобы сохранить PDF под паролем. Пароль лучше не забывать, потому что восстановить мы его никак не сможем. Следующая позиция, она есть и вот здесь вот у нас, и опять же меню «Файл», «Экспортировать в», мы ее видим, это Word, как раз то, что нам нужно. И в Word какие у нас есть опции? Первое – это пароль при открытии, это мы с вами уже видели только что для PDF. А второй, он свернутый, такой вот дополнительные параметры. Давайте развернем. И здесь всего лишь один выпадающий список – это формат Word, в котором мы будем наш документ сохранять. Если мы заглянем внутрь этого выпадающего списка, то увидим, что здесь у нас две галочки. DocX – это современный формат Word, и Doc – это более старая версия Word. Ну, если вы, например, передаете документ кому-то, у кого установлена старая версия Word, чтобы он точно мог с вашим документом работать. Далее, следующая позиция EPUB – это электронные книги. Мы можем сохранить из Apple Pages наш документ в формат электронной книги. Что здесь задается? Здесь у нас задается заголовок нашей книги, авторство, нужна ли обложка, или мы будем использовать первую страницу как обложку нашей EPUB книги, ну, или мы можем указать вот эту позицию для того, чтобы выбрать изображение самостоятельно. Макет с плавающей версткой или фиксированный макет, если сразу непонятно, что это, можно обратить внимание вот на эту подсказку. Верстка содержимого будет меняться в соответствии с используемым устройством и ориентацией. То есть в зависимости от того, какой у вас экран и как вы его повернете, например, если это планшет, книжка будет подстраиваться при вот такой вот плавающей верстке, и фиксированный макет – это более такая стандартная книга со стандартными размерами страниц. Дополнительные параметры. Здесь мы можем указать категорию, язык нашей книги и поставить галочки «Использовать оглавление, если оно нам нужно в нашей книге» и так далее. Дальше, следующая позиция называется «Простой текст». Это позволит нам сохранить документ в формате TXT. То есть без какого-либо форматирования в формате TXT у нас будет только текст, все остальное из нашего документа уйдет, но мы получим текстовый документ формата TXT. Формат RTF, в него мы тоже можем сохранить документы. Формат RTF, кстати говоря, открывается вполне себе Word. И формат Pages 2009. С помощью этой кнопки мы можем сохранить, соответственно, в более старую версию Pages наш документ. Здесь у нас опция только одна – это пароль. Если нам нужно в какую-то более старую версию документа сохранить, чтобы его передать пользователям со старыми версиями Pages, то выбираем эту позицию. Ну, мы давайте с вами сохраним в Word или в PDF, неважно. Давайте в Word сохраним. Оставим выбранной современную версию Word. Нажимаем команду «Далее». На следующем шаге нам нужно указать нашему документу название. Вот так, например. И выбрать, куда мы его сохраняем. Нажимаем кнопку «Экспортировать».
Теперь можем посмотреть в нашу папку. Вот он, наш документ Word. Вот здесь мы видим, нам показывают его расширение для нашего удобства.